Но это ужасно, меня вот глаза режет. Режет глаза. Я вышла сегодня, у меня глаза. И чувствуешь плохо, и малыш себя плохо ведет, и мошкара ужасно. Хотелось бы окончание лета провести получше, с солнышком, но, как видите, не очень хорошо получается. Ну, как бы гарь. Дискомфорт не ощущаешь. Ну, поскольку здесь живу в городе Якутске давно, поэтому есть какая-то привычка. И действительно, едкий дым от лесных пожаров снова окутал Якутск. Дышится сложно, но бывало и хуже. На самом деле ситуация с задымлением на сегодня наблюдается в ряде районов. Роспотребнадзором проведено порядка 50 исследований воздуха, как минимум в 10 населенных пунктах. Больше всех дыма от пожаров достается Якутску и Усть-Май. По результатам исследований предельно допустимых концентраций взвешенных веществ установлено в 8 исследованиях по 4 показателям. Это оксид углерода до 1,2 ПДК в поселке Усть-Мая и по взвешенным веществам и взвешенным частицам в городе Якутске. По остальным химическим веществам превышение предельно допустимых концентраций не выявлено. Как же быть в такой ситуации? Медицинские специалисты в период смога призывают якутян особенно защищать от едкого дыма органы дыхания, плотно закрывать окна, двери, надевать специальные маски, отказаться от ношения контактных линз в смог, так как это приведет к раздражению слизистой глаз. Но если это невозможно, то стараться пользоваться препаратами искусственной и натуральной слезы. Также врачи рекомендуют использовать системы кондиционирования, увлажнения и очистки воздуха. Чаще проводить влажную уборку. После возвращения с работы обязательно принимать душ. И, конечно, без острой необходимости не выходить на улицу. Особенно ранним утром, так как именно утром концентрация смога в воздухе наибольшая. И ограничить нужно пребывание на улице беременным женщинам, детям, пожилым людям и страдающими хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы. Тем временем синоптики предрекают теплый и сухой август. Естественных дождей в Якутии ждут немного, но они непременно пройдут. Условия для задымления сохраняются. Как мы и говорили, до конца недели есть условия для задымления. Но оно будет периодически ухудшаться и улучшаться. На большей части территории сохранится все-таки сухая, можно сказать, что жаркая погода, но из-за дыма амплитуда съедается, и поэтому будет градуса на 3-4 ниже температура, чем ожидалось бы. Поэтому набираемся терпения, следуем рекомендациям медиков и без особой необходимости не выходим на улицу. Тем более, что условия для задымления все-таки могут измениться, ведь масштабная борьба с огнем в Якутии не прекращается ни на минуту. Сергей Михедов, Артем Алексеев, Якутск.